Привет, я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект партала Тутбай і хаты з краю. Сёння я прыехаў у вёску Новае Поле, дзе жыхарам стала сумна жыць, і яны вырашылі, а чаму б нам не стварыць адкрытую творчую майстэрню, дзе можна збірацца і рабіць розныя цікавыя праекты. Пачыналася ўсё ад таго, што мы сустрэліся з жыхарамі па пытаннях развіцця вёскі. Напрыклад, у мяне было пытанне маёй вуліцы, у нас не было дарогі. Ну і як бы мы плануем тут жыць. Ёсць такое жаданне рабіць вакол сябе нейкую прыгажосць. Ну і мы паступова вырашаем нейкія пытанні, там асвятлення вуліц, дарог. Ну і тут зачапіліся за культуру. Ніколі ў вёсцы нічога не праводзілася. То есть агульных вясковых свят не было. І мы вырашылі правесці першае свята вёскі. Это было ў прошлым годзе восенню. Правялі там гарбузы і слімакі Новага Поля. Першыя гонкі слімакоў зрабілі ў Рэспублікі Беларусь на гэтым свяце. Патанцавалі крыху, там павесяліліся на гэтым свяце. І вось пасля гэтага свята было такое жаданне продолживать, сустракацца, нешта святкаваць. І мы планавалі на тэрыторыі парка, вось гэта была тэрыторыя друцка-любецкіх сядзібы, і мы там хацелі зрабіць малую архітэктурную форму ў выглядзе сцэны. Каб ладзіць там нейкія імпрэзы, мерапрыемствы, ну, каб нейкае культурнае жыццё з'явілася ў вёсцы. Дазналіся, што ёсць фонд развіцця мясцовых супольнасцей, і вось выйгралі грант на стварэнне культурнай прасторы і спланавалі вось гэту сцэну парку. Але дэпутаты сказалі, гэта не трэба рабіць. Культура ў вёскі должна быць такая, каб всё было ціха, не збіраліся алкашы на гэтай сцэне. То есть мы гэтай сцэнай бы павялічылі дрэнную абстаноўку ў вёсцы. Вось такі быў адказ. Мы вырашылі, што ну раз не на тэрыторыі сельсавета, зробім нейкую магчымасць сустракацца, рабіць нейкія майстар-класы для дзяцей ўжо на прыватнай тэрыторыі. Дарэчы, воіна мастачка сказала, я мару аб гэтым ўжо даўно, каб зрабіць творчую студыю на сваёй тэрыторыі. У яе тэрыторыя у цэнтры вёсцы. Ну, вось мы будем яго выкарыстоўваць, як я казала, што 2 разы это мясцовая супольнасць збіраецца, а астатні час яна уже яе будзе творчая студыя. Я поставила задачу, что это должно быть помещение небольшое, чтобы в случае, если все-таки мы хотим попробовать осенью там собираться, можно было его протопить обогревателем. 4 на 5 я посчитала, что для нас будет вот такое оптимальное достаточно помещение. Приехали архитекторы и предложили еще сделать вот такую террасу. И плюс, так как у нас перепад здесь высоты, мы сделали там впереди такое крыльцо. Тут будет дверь. Она большая, почти 2-метровая, она будет раздвигаться в летний период, отодвигаться, и, соответственно, вот это вот помещение, можно по нему будет курсировать. Вот эти вот балки, они несут декоративный характер, но изначально мы думали, чтобы можно было повесить какие-то качели. Каркасный дом, это американский тип, соответственно, все проемы усилены, там по 2, по 3, по 2, по 3 бруса. Фундамент, обвязка у нас брус 200 на 200, потому что у нас оставалось от сцены. И одно из условий было, чтобы эти материалы по максимуму задействовали, не выкидывали. Мы згубілі каля $2000 по сцэне. Там уже падрыхтавалі тэрыторыю, на праекты плацілі. І у нас здесь засталося $3700 у далярах. Гэта пабудова будзе 3700. А нашаму бюджэту не хапіла на ацяпленне. Пакуль мы будзем працаваць недзе ў летні перыяд, з вясны па халодную восень. Краски, нейкія дробязі уже сваімі дакладаем. Мы никогда не занимались строительством, никто из тех, кто тут в нашей бригаде. Я такой, типа, что-то в виде как прораб, наверное, на этой стройке. И тяжело взаимодействие в первое время очень давалось с мужчинами, потому что они не доверяют. Если ты женщина, но что ты
что ты говоришь? А я, соответственно, сижусь с этими чертежами, если что-то не понимаю, звоню архитектору, если где-то что-то там... Потом все это передаю Любе. Люба, надо там докупить гвозди, там ершоны такие, там... То есть мы знаем всю терминологию, что такое метизы, и все. С Любой мы прошли этот путь. Она тоже долго сопротивлялась, не могла в это все вникнуть. Потом пришлось, вникнули. Все это выгрузили. Огромная гора древесины, просто огромная. Мы просто стали, по стеночке сползли с Любой. То есть мы до этого не представляли, что такое строить дом. У нас еще не было никого, кто мог бы нам помочь. Но вот сначала вот Женя вызвался, мы его попросили, он согласился. А потом уже остальные мужчины подтянулись как-то вот по своим мужским каким-то там связям. Потому что я считаю, что у мужчин есть очень сильно вот это вот больше, чем у женщин. Вот это вот коллективная какая-то такая чувство коллектива. Вот они, если уже начались, у них бригада сложилась, они вот друг за друг. Каждый раз привлекаются какие-то новые мужчины, приходят соседи, там. Ну, всем интересно, вот как это строится, попробовать, поучаствовать. В общем, это веселое такое занятие, и кто хотя бы один раз пришел, потом все равно еще раз приходит. Некоторые удивляются, вот когда там мы говорим, вот там был вот этот у нас на стройке, этот. Что, серьезно? Так он же никогда ничего не делал, он же там лодырь такой. Мы говорим, да, и работал, и помогал, если бы не он, мы тут вообще бы ничего не сделали. Прям. Ну, то есть люди раскрываются с другой стороны. Тяжело начать вот этот вот рывок сделать, первый. А потом уже втягиваешься, тут мы беседы какие-то ведем. То есть, ну, такое интересное занятие, не просто ты сидишь, вот пришел там, сидишь, чай пьешь, или ешь, или там, что-нибудь употребляешь, да. А ты собрался, чтобы поработать, и ты результатом того, что ты собрался, поговорил, все то же самое. Еще какой-то есть вот там дом. Как раз вот этот угол, он выходит на этот парк. И мы будем делать вход с той стороны, и здесь отгораживать. Я очень четко для себя понимаю. Лучше у меня не будет 2 сотки, но у меня и у моих детей будет возможность куда-то в этом новом поле сходить. Где-то какой-то кружок организовать для взрослых, для детей. Очень часто, кстати, вот эта вот фраза звучит. Вот к тебе, вот на твой участок будет, простите, чуть ли не это отребье тягаться. Я хочу сказать, что у нас вот по древесине, ну, на разных этапах приходят люди разного, как это сказать, с разным уровнем зависимости от алкоголя. И это прекрасные люди, это отзывчивые люди, они нам очень много помогают, тогда, когда люди, которые супер религиозные, и, там, я вообще не разделяю людей на какие-то там категории, у меня нету такого, я считаю, что у каждого должен быть шанс поучаствовать, прийти на мероприятие. Это и хорошо, что оно на частной территории, потому что это все-таки будет хозяин, который за это несет ответственность. У нас есть такая немножко проблема у людей, такое отношение к ничейному, не самое бережное. А когда люди будут понимать, что это чье-то, они будут, я так надеюсь, вести себя более культурно. У нас прописано 750 человек с детьми. У групі Вайбера 120 чоловік дорослих. Підтримують морально, там, і нечто там, наприклад, там, розпрацьовували логотип, вже буде удільничати 10-30 чоловік. І таких активних, наприклад, сказати, давайте проведемо суботник, вийде 15 чоловік. Коли у вас ви один марите нечто робити на вёске, у вас є другий чоловік, робіть. К вам підтягнуться поступово, у вас буде 3, 4, 5, 10. Счастливое время и в нашу голову. Счастливое время и в нашу голову. Калі у вашай вёсцы ёсць таксама цікавыя ініцыятывы, пішыце мне пра гэта ў каментарах, а таксама падпісвайцеся на хату з краю, каб не прапусціць новыя відосы. Да пабачэння!